Десь борещешез. Кычы мылкыдды, мынам мылкыды тоже мой. Марти толон кариды. Толонмон сериал учки. Мынам яратоно сериалы «Место встречи изменить нельзя». Нож мынам яратоно фильме «Властелин колец». Эшомон театры ветлен яратышко. Мыным кельше даралили лилен юмок театрес. Даралили ли удмурт гожьяшкиш, драматургно, режиссер. Мынам мылкыды, мынам яратоно сериалы, даралили лилен театрес. Все это притяжательные конструкции. Чтобы сказать, кому что принадлежит, нам нужно разобраться, как образуются притяжательные конструкции в удмуртском языке. Разберем на примере. Удмуртилен куншетес. Флаг Удмуртии. Удмуртилен – это слово «обладатель». Куншетес – слово «обладаемое». Слово «обладатель» Удмуртия мы ставим в родительный падеж, как и в русском языке – Удмуртии. Слово «обладаемое» – куншет в русском языке не меняется, а в удмуртском мы добавляем к нему суффикс притяжательности. Итак, удмуртилен – слово в родительном падеже. Родительный падеж отвечает на вопрос «кинлен мален» – кого, чего. Давайте познакомимся с притяжательными местоимениями, которые отвечают на вопрос «кинлен мален». Мон – мы нам, тон – ты над, со – солен, ми – милям, ты – тилят, соос – соослен. Существительное в родительном падеже образуется с помощью суффикса «лен». Удмуртия – удмуртилен, анай – анайлен, атай – атайлен, эш – эшлен, тылобурдо – тылобурдолен. Обратите внимание, что суффикс родительного падежа ставится после суффикса множественного числа. Эшьос – эшьослен, тылобурдо – тылобурдоослен. Таким образом, слово «обладатель» стоит в родительном падеже, а к слову «обладаемому» мы добавляем суффикс притяжательности. Этот суффикс показывает, что предмет, лицо кому-то или чему-то принадлежит. Итак, мы нам эше, тынад, эшед, солен, эшез, милям, эшмы, тилят, эшты, сослен, эшсы. К существительным единственного числа после твердых согласных дезлнст и после гласной у добавляем суффикс э. К остальным согласным и гласным суффикс, начинающийся с е. Гурт, гурте, гуртед, гуртес. К ряду слов в единственном числе мы добавляем другой суффикс. Вместо э или е мы используем ы. К этой группе существительных относятся слова, обозначающие части тела, слова, обозначающие родственные отношения, внутреннее состояние живых существ. Это слова по своему происхождению, относящиеся еще к финно-угорскому праязыку. Мы нам мылкыды, немы, тынад мылкыдыд, немыт, солен мылкыдыс, немыс. Если слово оканчивается на звонкую согласную, то и суффикс начинается со звонкой согласной «д» или «з». Если на глухую, то суффикс начинается с глухой согласной «т» или «с». Тиляд мылкыды, тиляд гурты. Мы говорим «анае», «атае», «анай-атае», «сузере», «апае», «агае», хотя это слова, обозначающие родственные отношения. В том случае, если обладающих много, суффикс множественного числа следует ставить перед суффиксом притяжательности. Например, мы нам кии, мы нам киосы, мы нам книгае, мы нам книгаосы. Эшелен кочишес, эшелен кочишьосыс. Табличку с суффиксами притяжательности вы найдете в описании к видео. Ой, щулмыкаты, соким копчевел. Притяжательные конструкции часто используются, когда мы рассказываем о себе и своей семье. Например, мы нам немы Артем, мы нам щемьее Баджима Вэл, мы нам Анаилен немыс Фаина Витальевна, мы нам Вань Выны, Солен немыс Виталик,
Мынам авел апаено агае. Обратите внимание, что в таких фразах, как «мынам анаилен немыс» два слова обладателя и два слова обладаемых. «Мынам анаилен» – «мынам» – это слово «обладатель» и «анаилен» – слово «обладаемое». «Анаилен немыс» – «анаилен» – слово «обладатель» и «немыс» – слово «обладаемое». Таким образом, «анаилен» – одновременно и слово «обладатель», и слово «обладаемое». Вначале мы ставим суффикс притяжательности «е», а затем суффикс родительного падежа «лен». Вместо «мынам анаилен немыс» можно сказать просто «анаилен немыс». Суффикс единственного числа первого лица «е» уже показывает, что это мама – моя мама, а не чья-нибудь еще. Если вам нужно сказать, что у кого-то что-то или кто-то есть, мы используем глагол «вань» – «есть» и притяжательную конструкцию «тынад майд вань», «мынам вань выны», «эшелен кучыше звань», «музимлен спутники звань», «удмуртилен конституция звань». Если нужно сказать, что у кого-то или чего-то или кого-то нет, используем частицу «авел» – «нет». «Тынад майдавел», «мынам агаевел», «эшелен пуньезавел», «толежлен спутникезавел», «удмуртилен президентезавел», «удмуртилен тероезвань». В удмуртском языке очень часто используются притяжательные конструкции. Вот некоторые примеры. «Мынам катыщума», «солен ерызвище», «кычы ужьёсыт», «милям странамы баджим», «кычы марта залыкет», «кузюбай гердлен творчествоес тужузыр». «Мынам вань мондыры тросавел», «но штилят троса вань мондырды», «вань мондырды ваньке дышете удмурт кылес», «но что не урок мы берис», «джешлуэ», «эн вунете гуртыш уже слыштыныно, канал мы борды и тишканы».